Погиб мгновенно. 20-летний водитель иномарки скончался в результате столкновения с КАМАЗом на улице Николая Ершова. По предварительной версии, виноват в трагедии водитель грузовика, пожелавший развернуться там, где делать этого нельзя. Ленар Гинатуллин с места происшествия. КАМАЗ двигался в сторону улицы Гвардейская, но водителю грузовика понадобилось развернуться, и он не стал доезжать до перекрестка с Сибирским переулком, чтобы сделать это по правилам. Решил пересечь двойную сплошную. Во время запрещенного маневра он не заметил едущую навстречу «Шкоду». Удар пришелся в водительскую сторону иномарки. 20-летний водитель легковушки погиб на месте. Столкновение произошло прямо на этом месте. После удара легковушку отбросило на другую сторону дороги, и только по счастливой случайности она не задела никого из остальных участников дорожного движения. Разбитая и неуправляемая машина пересекла всю дорогу и остановилась между деревьями на газоне на противоположной стороне проезжей части. Как говорят очевидцы, других столкновений удалось избежать только потому, что встречные для нее автомобили остановились на красный сигнал светофора. Повезло то, что автомашины стояли на светофоре на пересечении улицы Галеева с Ершова. Нарушение правил дорожного движения со стороны «Шкоды» не установлено на данный момент. Друзья погибшего молодого человека, приехавшие на место происшествия, до сих пор не могут поверить в случившееся. Вон они стоят вдвоем, не надо подходить. И даже родители не знают, как сказать. А в смысле, парень молодой, что ли, получается? 20 лет. 20 лет 98-го года. Все, кто находился в КАМАЗе, от столкновения не пострадали. Теперь во всем предстоит разобраться следователям совместно с автоинспекторами. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, вызов 112.